Кто такие мещеряки? Понятно, что речь идет о татарах-мишарях, да? Вот, но не каждого татарина-мишарина называли мещеряком. Это название и это сословие закрепилось только за теми, кто переселился на территорию современной Башкирии. Если татарин-мишарин остался в пределах Чистопольского района, а как он там оказался? То есть, ну, опять-таки, мы возвращаемся назад. Татары-мишари– это служилые татары. Они все принадлежали к сословию служилых татар. И они их переселение на новую территорию, оно было связано всегда со службой. То есть вот, если мы смотрим Ульяновскую область, татары-мишари живут, да, Дрожжановский, Буинский, да, то есть Чистопольский, это вот Аксубаевский, Черемшанский, да, это все территории, где раньше, как бы еще в середине 17 века проходила старая Закамская линия. То есть они, да, засечная черта, так называемая, да, то есть вот они по ней переселялись. Ну и в 18 веке они тоже появились в Башкирии не случайно, не просто так правительство им давало земли, да, то есть они подавляли башкирские восстания, которые были очень проблематичны в 18 веке, и, собственно говоря, за это получали свои и земли, и привилегии. И даже получили вот свое собственное сословие. И вот также в войну 12 года из этого сословия было создано два полка, первый и второй Мещерякские полки. Если первый Мещерякский полк, он не принимал участие в войне, а был оставлен в сожженной Москве и нес там полицейскую службу. Причем нес полицейскую службу до 1817 года. И это единственный полк, который получил пополнение за период этих войн. Почему? Потому что была очень большая смертность среди мещеряков. Историки объясняют это тем тяжелой акклиматизацией и постоянными болезнями. Именно из-за простуды и, видимо, за смены климата была очень большая смертность, причем это не боевые потери получается, да, и вот 100 человек они потеряли умершими, и 100 человек им пришло пополнение. Ни один из тептярских, башкирских полков, они не получали пополнение в эту войну, то есть вот как уходил полк, а конный полк, казачий полк, это в составе примерно 500 человек, вот как бы этим составом они, собственно говоря, и воевали до конца всей войны. А вот второй Мещерякский полк, он действительно принял участие в военной кампании, и также два офицера у них получили действительные чины, позволившие им потом получить дворянство. Они также, второй Мещерякский полк, он также закончил войну в Париже. Есть такие сведения, потому что чины этого полка, они были награждены медалями за взятие Парижа. Медаль выдавалась намного позже, чем сама военная кампания в 20-30-е годы. Также татары принимали участие и состояли и в казачьих войсках. Это Уральское казачье войско и Оренбургское казачье войско. Но тут тоже есть свои особенности. Опять-таки, в Оренбургском казачьем войске состояли как татары-мусульмане, так и православные татары-казаки, которых мы сейчас принято называть нагайбаками. Нагайбакская крепость– это село есть до сих пор. Оно находится на границе с Татарстаном в Бакалинском районе Башкортостана. Вот, первоначально они были переведены еще в первой половине 18 века в казачье сословие, и первоначально они несли службу вот в этих крепостях на территории Башкирии во время подавления башкирских восстаний. Но потом, когда уже была сделана Оренбургская пограничная линия, и как бы здесь все более-менее утихло, как бы необходимость в них отпала, и их переселяют на территорию современной Челябинской области, там, где как раз и проходили вот это вот границы Российской империи по тому периоду. И вот они поселяются в Челябинской области, села Париж, Фершампенуаз, они как раз говорят о том, что их прадеды участвовали в этой войне и оттуда принесли эти названия. Как бы, да, то есть, если вы забьете в интернет, посмотрите, то село Париж, да, которое является районным центром, там продолжают жить потомки нагайбаков, сами нагайбаки. Говор у них абсолютно такой же, как на востоке Татарстана, так называемый мензелинский диалект татарского языка. Вот что говорит о общем происхождении. Вот. И вторая часть татар, которых воевала в Оренбургском казачьем войске, это так называемые бывшие татары Сиитова Посада. Это ныне село Татарская Каргала, которое буквально уже соприкасается с городом Оренбургом.
Э, Эта история известна, я думаю, вы ее знаете, что для торговли со среднеазиатскими странами в первой половине XVIII века выходцы из Сабинского района преимущественно были переселены вот туда, ближе к Оренбургу. Они получили тоже определенное свое сословие, так называемые торговые татары, которые занимались исключительно торговлей со Средней Азией. Почему это произошло? Потому что по понятным причинам русским купцам был закрыт доступ в эти среднеазиатские государства, да, исламские государства, но это не было закрыто для татар. Собственно говоря, поэтому татары и стали таким посредниками в торговле, ну и сами, собственно говоря, сами торговцами. И вот их в конце XVIII века переводят в казачье сословие. Не только их, там в Сакмарском районе до сих пор есть татарские села, чьи предки были оренбургскими казаками. В Солилецком районе есть два села, по-моему, насколько я знаю. Вот. Ну и они тоже по оренбургской линии разбросаны. И вот татары из Оренбургского казачьего войска воевали в Третьем Оренбургском казачьем полку и в Атаманском полку. Татары-мусульмане. К сожалению, по Уральскому казачьему войску, бывшему яицкому, таких данных нет. Хотя там тоже 5% составляли мусульмане, то есть татары. Но их этническое происхождение было разным. Например, есть татарская династия офицеров Уральского казачьего войска, Нуралины, да, но происхождение у них казахское, то есть это от одного из султанов Малого Джуза, Нур-Али, вот, Нуралины произошли, но в итоге они отатарились и являлись офицерами Уральского казачьего войска. Хотя первоначальную основу Уральского казачьего войска составляли тоже новокрещенные мещеряки и вообще мещеряки, то есть мишари, татары-мишари. Ну, в казачьем компоненте, тюркский компонент в казачьем населении, он всегда был сильный. Это тоже необходимо отметить. Еще две категории татарского народа, этнотерриториальные единицы, да, то есть это крымские татары и польско-литовские татары. Мы о них тоже должны сказать. Если говорим о крымских татарах, то крымские татары выставили, еще до войны из них формировались крымские дивизионы, возглавлявшиеся татарскими мурзами, но на войну 12 года они выставили 4 конных полка. Все они также приняли участие в этой войне, и как льготу на них не была распространена, то есть они еще не так давно вошли в состав Российской империи, естественно, в тот период на них пока не распространялась рекрутская повинность, а вот за такое усердие, за такое рвение, что они из своего собственного состава выставили 4 полка, соответственно, снабдили их оружием, конями, офицеры были из своего состава. За это Александр I освободил их от рекрутской повинности, и они долгое время выставляли только один из эскадронов конвоя императора, то есть это были лейб-гвардии полки, так называемые, которые составляли конвой собственного императорского величества, и вот один из них был крымско-татарским. Часть этого конвоя, часть, вернее, этих крымских татар позже она находилась в Крыму, и они вот менялись. То есть год эскадрон находится в Санкт-Петербурге, потом его меняет другой эскадрон. Да? То есть вот такая была воинская служба. Крымские татары, не подвергались рекрутской повинности. И все благодаря героизму своих предков, которые прошли войну 12 года и заграничные походы. Из среды крымских татар, командовавших как раз крымскими полками, вышли генералы, в том числе это генерал Болтуков, очень известный такой, очень известная династия потом будет крымско-татарских офицеров в Российской империи. Ну и дальнейшая история тоже очень у них интересная. После того, как отменили вот это вот, собственно, его императорское величество конвой, из крымских татар был сформирован конный полк. Этот полк считался регулярным, то есть он нес регулярную службу, но татары призывались только туда. Сами понимаете, конный полк, это опять-таки 500 человек. Это для всего крымско-татарского населения это была очень хорошая льгота, что из них был выставлен только один полк. Шефство над этим полком позже взяла императрица, и он так и назывался конный, и его императорского величества императрицы Марии Федоровны полк. За счет населения были выстроены казармы крымско-татарского населения этого полка, и даже полковая мечеть была в Симферополе. На старинных фотографиях она еще сохранилась. Еще одна категория татар – это этнотерриториальная группа, это польско-литовские татары. О них мы знаем меньше всего, но это очень привилегированная часть татарского населения, я бы сказал. Это потомки
потомки хан Тохтамыша. Если мы говорим о распаде Золотой Орды, и мы часто упоминаем о том, что большое количество русских дворян имеют татарские корни. То есть почему это происходило? Это происходило в период все распада Золотой Орды, когда татарские князья, мурзы уже не видели себя в составе вот этого государства, которое буквально разлагалось, распадалось, да, они искали для себя новых сюзеренов, и они уходили. Да, большинство из них ушло в Московию, так скажем, да, и поступило к русскому царю. В итоге они обрусели, крестились и так далее, да. Но не только к московскому царю они уходили в том числе и в Речь Посполитую. Они уходили в Турцию, в Крым уходили, да. И вот те, кто ушел в Речь Посполитую, они были также благодарно приняты, так же, как и московским князем, да, так как воинская служба была у них в крови, соответственно, и им были выданы вотчины, даже такое вассальное княжество недолго существовало, Джигалдайское так называемое. Вот. И вот с тех пор они остались на территории современной Белоруссии, Польши и Литвы. Называются они польско-литовскими татарами. И если мы говорим о нашем периоде, то конец XVIII века – это не только завоевание Крымского ханства, это еще и разделы Польши. В результате 3 разделов Польши большое количество вот этих польско-литовских татар, оно как раз отошло к Российской империи, эти территории, и что же с ними делать? В Речи Посполитой они все обладали шляхетскими правами, то есть дворянскими правами. И российская императрица Екатерина II сохранила за ними эти права и сохранила за ними право воинской службы. Соответственно, из них формируется полк. Он менял свои названия, назывался Пинским полком, татарско-литовским полком, но в итоге он утверждается как татарский уланский полк. Само понятие уланы, вы понимаете, да, которое пришло в российскую армию из польской армии, а в польской армии оно возникло благодаря, собственно говоря, татары. Тут такие уланы, это татарское слово оглан, да, то есть сын. Вот такая метаморфоза, да, татары, которые переселились в Польшу, создали вид войск, который позже был перенят, так скажем, Российской империей. И вот этот татарский уланский полк, он принял полное участие в Отечественной войне 12 года. Огромное количество офицеров и солдат было там награждено. Вообще показал себя изумительно. Участвовал в битве народов. 3 дня буквально находился в этой битве, и дальше заграничные походы он уже продолжать не мог, просто из-за того, что было большое количество в нем убитых и раненых, ну, проявил просто чудеса героизма. Но это сослужило для польско-литовских татар очень хорошую службу. Если мы посмотрим на дальнейший период, на период Российской империи, то мы с вами увидим, что абсолютное большинство генералов из татар – это польско-литовские татары. Они имеют не совсем привычные для татар имена, допустим, могли быть Иваном названы, да, но при этом исповедовали мусульманскую религию. Дело в том, что польско-литовские татары еще в 17 веке они потеряли свой родной язык, но сохранили в себе память как о татарах и оставались мусульманами преимущественно. Вот. За ними была даже закреплена такая льгота, которая была непозволительна, допустим, для крымских или наших казанских, ну, поволжских татар Мурс, да, они имели право иметь крепостных христиан. То есть вот такая льгота у них существовала. То есть так как они это имели еще и в Речи Посполитой, им это не запрещалось, то и здесь ну, в качестве исключения это им было позволено. И вот именно из их среды вышло очень большое количество как офицеров, так и генералов татар, и русская дворянская военная элита их признавала за равных себе. Они учились в кадетских корпусах, именно среди них было большее количество выпускников. Ну, можно назвать много таких династий, Тугай-Мирза-Барановский, да, или тот же самый Юзефович, да, который возглавлял штаб туземной дивизии, да, период Первой мировой войны. Из их числа, допустим, Александр Лебедь, польско-литовский татарин, мусульманин, первый татарин, который был военным летчиком. Первую мировую войну геройски погиб и посмертно получил орден Святого Георгия 4 степени. И говоря о польско-литовских татарах, их участии в войне 12 года, не забудем сказать о том, что не все польско-татарское население оказалось в составе Российской империи. Часть из них оказалась в так называемом герцогстве Варшавском, которое входило в состав империи Наполеона.
И вот и в этом герцогстве Варшавском одним из татарских офицеров, Самуэль Улан его звали, этого татарского офицера, он создает татарский эскадрон, который входит в гвардию Наполеона. Наполеон тоже, как и все остальные императоры, любил показать, да, чтобы у него было, допустим, в гвардии мамлюки состояли, да, ведь он покорял Египет в свое время, и этих мамлюков взял с собой. Вот они тут ходили, узнали, что такое русская зима, да, в России, эти мамлюки, татарский эскадрон. Причем он воевал до последнего в составе императорской армии, но как только война закончилась, рескриптом Александра I вот этот эскадрон, который воевал на стороне Наполеона, он был включен в один из уланских полков. Как это могло произойти? Казалось бы, бывший противник, да, и вот их сейчас включают сюда. Причем им было дано право пройтись по всей вот этой территории, освобожденной территории Европы, полностью в своем обмундировании, со своими штандартами. А все просто решается, потому что они были дворяне. А как вы знаете, дворяне, они могли переходить из одной армии в другую в Европе, да, и это было нормально. Исторический факт, что и сам Наполеон мог в конце XVIII века попасть в российскую армию и быть российским офицером, но не состоялся по той причине, что он только закончил военное училище и получил низший офицерский чин, и выходит распоряжение, чтобы брать иностранных офицеров на русскую службу с понижением на 1 чин. То есть он отказывается от этой идеи, потому что он бы уже не был офицером. Но если бы так сложилась история, что он попал на русскую службу, может быть, как-то история повернулась бы обратно, но в истории, к сожалению, нет сослагательного наклонения. И вот все произошло именно так, как оно произошло.